Больше 10 месяцев были закрыты государственные детсады Бишкека в связи с карантинными мерами. Сектор этот начал потихоньку оживляться совсем недавно. Городские власти обещают, что к 1 апреля все сады откроют двери для детишек. Режим остается прежним. Для детей предусмотрено трехразовое питание, на которое в день выделяется 60 сомов. Ну, нехватки продуктов нет. Вот в том-то и дело, что они есть все. Вот сегодня мы пьем кефир, кушаем мясо, и в 60 сомов мы никогда не уложимся. Вот 74,66. После подорожания продуктов первой необходимости мяса и сахара возникли вопросы. Родители были обеспокоены тем, что этих средств не хватит на полноценное питание воспитанников. Однако городские власти уверяют, что продукты питания поставляются в сады бесперебойно по ранее составленным договорам. Общая сумма тендера составила 5 миллионов 999 тысяч сомов. Но все же после роста цен возникли сложности. Был объявлен повторный тендер. Надо признать, цены, это ни для кого не секрет, цены возросли на все продукты питания, особенно резко на сахар и на мясные продукты, особенно на мясо. Но сказать, что просто все сидят сложа рук, нельзя. Пишутся письма, запросы делаются. Конкурс на поставку продуктов питания проводится ежеквартально. Договора заключаются заранее. Сегодня во всех работающих учреждениях имеется полный пакет продуктов. Конкурс проводился на квартал в конце декабря, и тогда были цены другие. По данным Национального статистического комитета, на февраль месяц цены на мясо выросли, ну не знаю, где-то на 20-30%. Так как по конкурсу проходило за килограмм мяса по 346 сомов, а фактически цена была, по данным Нацстаткома, 452 сома за февраль. Рост цен повлиял и на то, что поставщики мяса и сахара написали отказное письмо. Но чтобы не было срыва обеспечения продуктами, был объявлен повторный конкурс. И развозка продуктов осуществляется в месяц 2 раза по крупам, по остальным вот этим стратегическим продуктам молоко, хлеб ежедневно. Поэтому в других продуктах срыва не было. И вообще мясо тоже было в наличии. Сейчас до нового заказа конкурс пройдет, итоги будут, конкурсная комиссия примет решение, и на основании этого договор заключится, и поставки будут дальше осуществляться. Для полноценного питания делается все. Возможно, что детям будут выделять чуть больше 60 сомов на один день. Пока же вопрос на стадии обсуждения. Айжан Аманова, Нурболсун Турганалиев, Нью ТВ.